Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Жительницу Якутска осудили за фальшивую 5000-ную банкноту. Ее обвиняют в хранении и сбыте подделки. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В конце декабря 2018 года знакомый показал девушке поддельные купюры. Позже она взяла себе одну из них достоинством 5000 рублей. Она хранила купюру у себя, а в начале января этого года расплатилась ею в магазине. Продавец магазина приняла подделку и выдала злоумышленнице сдачу. Суд назначил 20-летней якутянке наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В Якутске раскрыли целую серию краж из гаражей. Общая сумма ущерба превышает 300 тысяч рублей. Взламывая замки, неизвестные похищали оттуда ценные вещи – электроинструменты, автозапчасти, аудио и видеотехнику и даже 10-литровые канистры спирта. Подозреваемого задержали, им оказался неоднократно судимый 27-летний уроженец Сахалинской области. Он уже признался в преступлениях, большая часть похищенного изъята и возвращена. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Воровал бонусы. В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего менеджера местного ресторана. По сообщению прокуратуры республики, обвиняемый работал менеджером в ресторане, использовал программное обеспечение для управления бонусной программой. Он вводил данные о начислении бонусных баллов на счета абонентских номеров своих родственников и знакомых, которых зарегистрировал в программе лояльности. Затем фиктивно предоставлял скидку в размере от 5 до 15% в виде списания бонусных баллов. Таким образом, молодой человек украл более 200 тысяч рублей. В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в том, что с апреля 2011 года по ноябрь 2014 он создал и возглавил преступное сообщество. Абызов действовал в соучастии с другими лицами. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и региональных электрических сетей они совершили хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Похищая в составе преступного сообщества денежные средства, соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за создание и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России. От последствий циклона Идай в Африке пострадали почти 2 миллиона человек. Об этом заявили в ООН. Подробности в репортаже наших коллег рассказывает Татьяна Гамозова. 1 850 000 африканцев оказались в зоне бедствия и так или иначе пострадали от последствий циклона Идай, который обрушился на юго-восток континента в середине марта. Такие данные привело во вторник Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Ураганный ветер и наводнения стали причиной разрушений в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Число погибших в этих 3 странах приближается к 700. Мозамбик пострадал сильнее всего. Десятки тысяч зданий там разрушены, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть дома на площади в 3000 квадратных километров, что сравнимо с размерами Люксембурга. Вода постепенно отступает, и дороги становятся проходимыми, но из-за огромных расстояний помощь все еще трудно доставить нуждающимся. Множество людей прибывают в мозамбикский порт Бейра, куда поступает гуманитарная помощь. Медики опасаются возможной вспышки холеры. Они раздают средства для хлорирования воды. Это временное решение, но оно поможет частично остановить распространение заразы. Постепенно мы сталкиваемся со все новыми болезнями. Больше людей начнет страдать от диареи, респираторных и кожных заболеваний. С гигиеной здесь очень плохо, и отсюда все проблемы. По оценке ООН, только на первые 3 месяца спасательной операции в Африке необходимо более 280 миллионов долларов. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.